Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Летаева Татьяна Ивановна. Я заведующая кафедрой музыкального и хореографического образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И я являюсь председателем предметной комиссии по программе вступительных испытаний, по программе магистратуры, педагогическое образование, профиля, дополнительное образование, музыка, музыкально-компьютерные технологии, хореография. Начинаем нашу консультацию. Сегодня я вам расскажу, в чем заключаются особенности проведения вступительного испытания. Но перед этим хочу сказать несколько слов о нашей программе магистратуры. Эта программа уникальная, основана на сочетании классического, педагогического, профессионального, музыкального, хореографического образования и современных информационных и компьютерных технологий в области искусства, культуры, образования и медиаобразования. Эта магистратура очень интересная, потому что она имеет модульный принцип построения. В чем его суть? Каждый студент, поступивший на обучение на данную программу, сам выбирает модуль, на котором он будет учиться. Если вы закончили музыкальное образование, у вас есть музыкальное образование, и вы хотите продолжить обучение в магистратуре, можете выбрать модуль по музыкальному образованию или модуль музыкально-компьютерные технологии в образовании. Если вы имеете хореографическое образование и желаете продолжить магистратуру по этому направлению, то вы выберете модуль хореографическое образование. У нас будет большая группа студентов, магистрантов, которые будут вместе осваивать дисциплины общие университетские, дисциплины общего такого обязательного блока, затем по предметной подготовке уже будут разделяться на 3 подгруппы. В соответствии с этим, конечно же, составлен учебный план, очень интересные дисциплины включены в каждый модуль по направленности. Но я хочу сказать, что есть еще общие дисциплины, такие как, например, компьютерные технологии в образовании и искусстве. Эту дисциплину будут изучать все, хореографы в том числе, потому что, например, для современного профессионального педагога-хореографа очень важно уметь владеть музыкально-компьютерными технологиями, где-то использовать и уметь создать аранжировку для своего выступления, где-то подобрать музыку для своего выступления. Вот этим всем будут заниматься, конечно же, все студенты. Кроме того, концертная деятельность, например, есть такая дисциплина, которую тоже будут изучать все студенты вне зависимости от выбранного модуля. И здесь, конечно, тоже будет учитываться специфика, потому что концертная деятельность педагога-хореографа, она немножечко отличается от концертной деятельности педагога-музыканта. Все это будет учитываться в процессе обучения, поэтому гарантированно обучение очень интересное и увлекательное. И, конечно же, содержание обучения обеспечивает подготовку высокопрофессиональных кадров для работы по педагогическому, концертно-творческому направлению деятельности в различных учреждениях, государственных, негосударственных учреждениях культуры, искусства, образовательных учреждениях, конечно же, шоу-бизнесе, музыкальной индустрии и многое другое. Итак, форма обучения будет заочная. Срок обучения 2,5 года, количество коммерческих мест 25, оплата за обучение идет в год 35 200, возможно, оплата в рассрочку, то есть отделение платежей. И тоже скажу вот несколько слов перед тем, когда вы поступаете, и вы поступили, успешно сдали вступительные экзамены, вы должны будете составить договор с университетом и оплатить первую часть вашего взноса, либо полностью сумму за первый год обучения, либо часть этой суммы. Вот. Информация об этом расположена на сайте вуза. Внимательно ознакомьтесь. Это необходимо будет сделать до приказа о зачислении, потому что форма
обучение коммерческое. Коммерческое, потому что вот магистратура очень-очень такая интересная и уникальная. Ну и теперь ближе, конечно, к экзамену. Экзамен проводится в форме тестирования. На сдачу экзамена отводится одна попытка. Доступ к экзамену открыт с 10 часов до 3 часов дня, то есть с 10 часов до 15 часов. В этот период необходимо будет зайти в систему. Самое позднее время выхода в систему – это 2 часа дня, то есть 14:00. После входа в систему начнется отсчет времени 1 час 60 минут. Пересдачи экзамена не предусмотрены, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, внимательно читайте вопросы и давайте правильные ответы. Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале. Количество заданий в тесте будет 30. На каждое задание в тесте отводится 4 варианта ответа. Правильным ответом является только один ответ, то есть нужно будет выбрать только один правильный ответ. В тесте, который вы увидите, будет 2 раздела. Первый раздел, он будет больше по количеству вопросов, в нем будет 20 вопросов, и он касается исполнительской культуры. Поскольку к нам в магистратуру будут поступать и музыканты, и хореографы, мы учитывали эту специфику при составлении тестовых материалов. И, конечно же, информация, которая будет в тесте, эту информацию вы уже узнали при обучении в университете. То есть это будет такая общая информация по исполнительству, которую знают на данный момент хореографы и музыканты, закончившие высшее образовательное учреждение. Итак, что же может там встретиться? Это могут быть вопросы по исполнительству, по концертной деятельности. Это могут быть вопросы по музыкальным жанрам, по различным видам искусства. Ну, например, вид искусства, в котором актеры не говорят, а поют. Да? И 4 варианта ответа. Опера, балет, песня, симфония. Да? Вот что мы выберем, интересно. Обращаем внимание на саму формулировку вопроса, потому что если в вопросе звучит вид, да, театрального искусства, то, соответственно, да, понимаем, что песня и симфония – это не театральные жанры. Да? Из театральных жанров в данных ответах остаются только опера и балет. Ну, соответственно, тоже мы дальше читаем этот вопрос, да, где актеры не говорят, а поют. Поют у нас, конечно, в опере, поэтому вот вы выбираете такой правильный ответ. Вот это я просто предлагаю вот такой пример. То есть внимательно читаем вопрос. Да, очень часто бывает так, что в вопросе уже содержится какая-то подсказка, которая наталкивает вас на правильный ответ. Но в целом вопросы не сложные. Или, например, там музыкально-драматическое произведение, в котором содержание воплощается главным образом посредством вокальной музыки. Да? Музыкально-драматическое произведение уже, да, конкретный жанр. И тоже, например, там варианты, ну, к примеру, да, говорю, балет, там, опера, романс, симфония. Тоже, значит, мы внимательно читаем вопрос и выбираем правильный ответ. Получается, что вам необходимо будет повторить музыкальные жанры и различные виды искусства. Ну, обязательно, да, вот вспомнить, что такое жанр опера, что такое жанр балета, романс, симфония, вот, и другие. То есть внимательно это вспоминайте, да, освежите в своей памяти. Дальше. В данном разделе могут встретиться также вопросы и об исполнителях.
Сейчас вот параллельно на слайде будут идти фрагменты и фотографии из вообще нашей жизни, да, учебной. Это просто, да, я комментирую это, наши педагоги, которых вы можете увидеть, да, вот. А я продолжаю по тесту. Итак, значит, в данном разделе могут встретиться вопросы об исполнителях, например, о исполнительских составах, о голосах, да, исполнительских, например, там, о каких составах: оркестр, хоровой коллектив, да, а, балетная труппа, кардебалет, к примеру, да, там коллектив музыкантов, исполняющих там вокальные произведения, инструментальные произведения. То есть вот различные такие составы. Поэтому тоже, пожалуйста, вот это все повторите. Повторите также мужские и женские голоса, то есть, например, там сопрано, тенор, бас, меццо-сопрано, да, вот какие-то такие вопросы, связанные с исполнительством, повторяю, могут встретиться. Но это все такая информация, которую знает любой грамотный человек, связанный с искусством, будь то музыкант или будь то хореограф. Вот. Далее, какие еще вопросы могут встретиться? В этом же разделе могут встретиться вопросы по средствам музыкальной выразительности. Мы знаем, что это ритм, гармония, мелодия, фактура, тембр, регистр и так далее, динамика. Да? Вот такие элементы такие элементы тоже могут встретиться в тесте. Например, да, вопрос: какое средство музыкальной выразительности обозначает скорость исполнения произведения? И даны 4 варианта ответов, из которых вы должны выбрать правильный ответ. Да? Какие могут быть варианты? Там ритм, темп, там, гармония, сила звука, к примеру, да, то есть внимательно сразу читаем вопрос и понимаем, что, да, здесь, наверное, правильный ответ будет темп, да, вот, но это просто для примера, опять-таки, я говорю. Или там, например, скорость исполнения музыкального произведения, да, которое определяется числом приходящих на единицу времени долей. Да, вот это такое может быть. Поэтому прошу вас повторить средства музыкальной выразительности. Ну, в общем-то, эта информация очень, так сказать, широко известна тоже любому грамотному человеку, который связан с искусством, будь то хореография, будь то музыкальное искусство. Прошу повторить также темповые обозначения, там, к примеру, адажио, аллегро, да, потому что эти термины знают и должны знать как музыканты, так и хореографы, да, хореографы эти термины связаны с балетной музыкой очень часто, да, вот, поэтому, пожалуйста, это тоже повторите. Повторите музыкальные размеры, да, какие музыкальные размеры бывают, тоже может подобные вопросы встретиться об этом. Так, что еще в тесте может быть в этом первом разделе? Это конкретное произведение. То есть могут встретиться такие вопросы на соотнесение музыкального произведения и его автора. Например, там, кто написал вот такой-то балет. Да? К примеру, там, автор балета Щелкунчик, да, так сказать, вот и 4 варианта ответа композиторов, где вы должны выбрать правильный ответ. Или наоборот, какой из данных балетов написал Петр Ильич Чайковский. И 4 варианта балета данный вы должны выбрать правильный. В тесте будут очень, так сказать, известные произведения, которые тоже знает любой грамотный человек, связанный с искусством, тем более закончивший высшее образовательное учреждение. Да?
Я думаю, что ответы на эти вопросы тоже вот как-то не составит большого труда, чтобы ответить правильно. Ну, просто будьте внимательны, будьте внимательны. Вот я вам рассказала про первый раздел теста, в котором будет, повторяю, 20 вопросов. И на каждый вопрос 4 варианта ответа. Нужно выбрать один правильный. Второй раздел теста, он связан с педагогикой. Почему? Потому что вы поступаете все-таки на направление педагогическое образование, да, вот, и, безусловно, мы должны проверить ваши знания в этой области. Поэтому вспоминайте этот курс из вузовской подготовки, да, по педагогике. Ну, в общем-то, вопросы тоже не какие-то прям сильно мудреные будут, откровенно говоря, поэтому думаю, что тоже здесь вы справитесь, отлично справитесь с тестированием. И что здесь нужно повторить, да, вот будет 10 вопросов, связанных с педагогикой, что нужно повторить. Но прежде всего там, что такое воспитание, да, процесс, что такое обучение, да, образование, вот какие такие. Потом вопросы могут быть связаны с педагогической диагностикой, то есть что является средством педагогической диагностики, какие методы педагогической диагностики бывают. Вот, да, там вспоминаем такие методы, как анкетирование, как опрос, как тестирование, беседа, да, интервьюирование и так далее, и так далее. Все, что педагогическое наблюдение, да, педагогический эксперимент, все, что связано с получением данных. То есть здесь, в принципе, можно все очень хорошо вспомнить, да, и сориентироваться. Думаю, что в этом плане все будет хорошо. Там, например, что такое педагогическая технология, что такое процесс воспитания. Вот. Несколько вопросов может быть по истории педагогики, но связаны с именами именитых педагогов, да, прошлого и современности. Но здесь, безусловно, тоже в тесте будут только вот такие именитые ведущие российские и зарубежные педагоги, там Каменский, Пестолоцци, например, Ушинский. Вот, повторите, пожалуйста, вот этих авторов, которые, в общем-то, внесли большой, значительный вклад в развитие педагогики. Хочу вам в заключение напомнить, что у нас экзамен будет проходить в 3 волны, 3 потока. Значит, те абитуриенты, которые подали документы до 7 августа, экзамен будут сдавать вот это тестирование 7 августа с 10 часов до 3 часов. Те абитуриенты, которые подали заявление после 7 августа, экзамен будут проходить 22 августа. То есть 7 августа по 22, кто подает, вы подаете вторую волну, и ваш экзамен будет 22 августа. Тоже время с 10 часов до 3 часов. То есть, повторяю, самое позднее время вашего входа в систему это 2 часа дня, да, чтобы на тест полагается час, то есть чтобы вы смогли этим временем воспользоваться. И третья волна, возможно, те студенты, которые подали уже заявление после 22 августа до 18 сентября, экзамен будут проходить 18 сентября. Время тоже с 10 часов до 15 часов дня. Вот, но я очень надеюсь, что основной поток уже желающих поступить на данную программу, он сформируется до 7 августа, да, чтобы мы уже увидели группу нашу, да, замечательных наших абитуриентов. Вот, вы сразу узнаете свои баллы, свои оценки, будете спокойны, то, что вы поступили, и далее уже как бы вот мы будем вас зачислять, да, приказом зачисления после вашей оплаты. Ну вот такая вот информация на сегодняшней консультации.
Если у вас возникнут вопросы по поводу а, вступительного экзамена, если что-то вам непонятно будет и вы захотите уточнить, пожалуйста, вы можете мне позвонить по телефону, его вы видите сейчас на слайде, 8 917 77 416 77. Вы мне можете позвонить во время консультации, да, вот просмотрите видео и можете сразу позвонить мне. Вот, а я вам желаю удачи на вступительных испытаниях. Уверена, что все пройдет хорошо, замечательно. И встретимся с вами уже в процессе обучения. Всего вам доброго. Мы вас ждем.